Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Сводные группы оперштаба Якутска продолжают рейды по объектам общепита и ночным клубам. Сколько заведений проверили в выходные. В Якутии официально стартовал год матери, объявленный главой республики. Якутия славится своими мастерами. Сегодня во всем мире отмечают День ювелира. Известный якутский ювелир-художник готовит к презентации уникальную коллекцию. На 27 объектах проведут дорожные работы в Якутии в рамках нацпроекта. Общая протяженность работ 222 километра. Из них по 18 уже заключили контракты. Кроме того, продолжается масштабная реконструкция автомобильной дороги НАМ. Это порядка 7 километров. Расширение автодороги НАМ до 4 полос в направлении Якутск-Усть-Хатын ведется с 11 по 18 километры. Сдача объектов в 2023 году. Однако, исходя из набранных темпов дорожных работ, не исключено, что он будет сдан в этом году. Сводные группы оперштаба Якутска продолжают проводить рейды по объектам общепита, культурно-досуговым заведениям, а также в общественном транспорте. По данным административной комиссии, в ночь с субботы на воскресенье проверено 9 объектов, из них в 3 выявлены нарушения. Также с владельцами 3 заведений проведены профбеседы, по 3 составили акты. Министр здравоохранения Якутии Елена Афанасьева дала разъяснение о задержке доставки бесплатных препаратов пациентам с коронавирусом. Сообщается, что за последние 2 суток возросло количество обращений граждан с жалобами на то, что медики несвоевременно доставляют необходимые для лечения коронавируса лекарства. Лена Афанасьева подчеркнула, что бесплатные рекомендованные лекарства выдают гражданам при подтвержденном диагнозе. Тогда поликлиники организуют доставку лекарств на дом, и идти в медучреждение не нужно. Это касается не только Якутска, но и всей республики. Отмечается, что если бесплатные лекарства не доставили в течение суток со дня установки диагноза, в Якутске можно обратиться по телефону 122. В Якутии стартовал год матери, объявленный главой республики Айсеном Николаевым. По мнению руководителя региона, этот год должен расширить возможности для самореализации якутянок, и правительству поручено принять решения по наиболее острым вопросам для многодетных и приемных семей по сохранению здоровья матерей, по их занятости и профессиональной востребованности. В течение 3 лет в Якутске будет построен центр соцпомощи семье и детям. Напомним, в юбилейном для республики 2022 году в Якутии введен целевой капитал «Дети столетия». С начала года родились уже более 700 маленьких якутян. Их семьи получили выплаты в размере 100 тысяч рублей. Имена женщин-геологов, открывшие якутские алмазы, навсегда вошли в историю. Лариса Гринцевич-Попугаева, Наталья Сарсацких, Екатерина Елагина нашла алмазов на 1 триллион рублей в ценах 2016 года. Такие значительные открытия не обошлись без участия женщин. Далее расскажем о женщинах на производстве в городе Удачный. Поправить прическу перед тем, как взять в ламповой самоспасатель и фонарь. В шахту без сизов нельзя, но красивой быть тоже хочется. 3 года подряд рабочий день Айгуль Добрыневской начинается так. Она – одна из немногих женщин, работающих в подземке. Айгуль говорит, на производство, а именно на рудник Удачный, ее привела любовь. В заполярный город она переехала к своему будущему мужу-шахтеру. Работа в шахте сложная, отбирает немало сил. Но Айгуль удается совмещать карьеру с материнством. У семьи Добрыневских 2 лапочки-дочки. Самое главное, чтобы в семье была поддержка и взаимопонимание. В этом плане муж меня очень поддерживает. Бывает, если я приду с работы уставшая, он может где-то поддержать меня, где-то с детьми присмотреть, где-то по дому помочь. Мы стараемся то же самое делать для нашего папы. Если он устал, мы также ему дадим отдохнуть. График на производстве сложный, посменный, да и работа физическая. Добрыневские говорят, главное, чтобы дома была гармония. Я домой только ночевать прихожу. Теперь у нас и мама также начала работать 7 дней в неделю. Ну ничего, справляемся. Дети растут. Наша старшая вот в школу пошла. Отличница вроде бы. Хорошо учится, значит, все в порядке. Все сытые, одетые, умные, красивые.
Айгуль признается, в год матери в Якутии хотелось бы улучшения условий и программ для матерей. Также, чтобы у мамочек было поменьше проблем. Анна Винокурова, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край». Идем далее. В Амге в онлайн-режиме подвели итоги прошлого года семейной экономики в районе. Торжественно открыли год отца в Амгинском улусе. На церемонии закрытия года также подвели итоги конкурса среди наслегов улуса. Этот конкурс был связан с реализацией задач года семейной экономики. Таким образом, первое место занял самарсунский наслег. Им вручили сертификат на сумму 2 миллиона 700 тысяч рублей на приобретение трактора. А наступивший год амгинцы объявили годом отца. Его главная цель – укрепление института семьи, повышение значимости отцовства. В рамках проведения данного года запланировано очень большое количество мероприятий. И я уверен, что все жители Амгинского района примут в нем непосредственно активное участие. Во всем мире сегодня свой профессиональный праздник отмечают ювелиры. Дата была выбрана не случайно. Именно в январе ювелиры регистрируют свои клейма. Идея создания и регистрации данного праздника возникла в 2002 году на фестивале «Золотое кольцо России». Однако учрежден праздник был 6 годами позже в Ташкенте. Якутия славится именитыми ювелирами, драгоценными ископаемыми и уникальными ювелирными изделиями. В этом году известный якутский художник-ювелир Александр Манджурьев совместно с музеем Хамуса готовит к презентации уникальную коллекцию поющих ювелирных изделий. Это мини-скульптура, ювелирное изделие в виде кольца и музыкальный инструмент одновременно. Эксклюзивная коллекция будет представлена в июне текущего года на международном конкурсе виртуозов-хамусистов, который пройдет в Якутске. Мы никогда не видели, что хомус максимум делается из таких, из дамасской стали. Есть свидетельство изготовления из серебра, но из такой белого золота, я думаю, что это первый такой инструмент. И исполнение, она очень такая уникальная. Мы очень хотим, чтобы этот предмет, первый предмет, который изготовил Александр, вошел в фонд нашего музея. В Южной Якутии доверчивых граждан меньше не становится. Всего за месяц наступившего года жертвами мошенничества стали 16 человек. Общая сумма ущерба около 5 миллионов рублей. Как изменилась схема обмана? Подробности в материале Тамары Игнатьевой. По данным полицейских, одной из распространенных схем обмана в последнее время является мошенничество, связанное с заработками на бирже. Потенциальным жертвам предлагают открыть брокерский счет. Так, 56-летний нерингринец, поверив рекламе в соцсети, зашел на сайт компании, которая предлагала заработок на бирже путем инвестиций. В итоге потерпевший перевел на указанные счета лжекомпании 900 тысяч рублей. На такую же уловку попалась и 72-летняя горожанка, которая решила зарегистрироваться на сайте одной крупной компании с целью заработать. Через какое-то время мне позвонили из другой брокерской компании Farm Forward и предложили вкладывать у них, что доход будет до 20% в месяц. Но и они меня все-таки уговорили. Я постепенно деньги вкладывала. Туда вложила я 505 тысяч уже, но это все деньги, какие у меня были. То, что жертвами мошенников становятся люди преклонного возраста, можно как-то попытаться понять. Но когда им становится человек более активного возраста, как, например, 47-летняя нерингринка, которая самовольно внесла на счет мошенников свои кровные в сумме 198 тысяч рублей, а затем крупную сумму, взятую в кредит. Такое сложно понять. Всего потерпевшая перевела мошенникам более 2 миллионов рублей. Стоит напомнить, что в последнее время участились случаи мошенничества, связанные с различными инвестициями в брокерские компании. Только за январь месяц текущего года зарегистрировано 16 заявлений о мошенничестве. Общий ущерб составил около 5 миллионов рублей. Полиция еще раз предупреждает граждан: не будьте такими доверчивыми. Не стоит открывать брокерский счет по ссылкам, которые присылают по почте. Не торопитесь вкладывать свои либо заемные средства в сомнительные проекты, рекламу которых вы случайно увидели в интернете. Тамара Игнатьева, Захар Головин, Нерингри.
Каталонский архитектор создал дом, который вырастает и уменьшается обратно за 6 минут. Механизм работает при помощи специального подъемника для поддержки конструкции. Подробности в следующем материале. Каталонский архитектор Микель Субирас в Монтагу-Тиош в провинции Жирона создал дом, который появляется и исчезает за 6 минут на склоне холма при помощи гидравлического подъемника для поддержки конструкции. Дом назвали «Выход». Это архитектурный проект Субираса и его команды из Биана Creative Lab, который включает в себя кабинет, кухню, туалет и гостиную. Эта модель представляет собой строение около 40 квадратных метров. У дома есть еще одна статичная часть, где находится небольшой кабинет, кухня, туалет и гостиная площадью около 40 квадратных метров. Архитектура этого здания предоставляет возможность адаптироваться к неблагоприятным погодным условиям, давая возможность быстро скрыться в нем, когда это необходимо. В конце концов, архитектура этого здания предоставляет нам возможность немного адаптироваться к погоде. То есть в неблагоприятных климатических условиях мы можем немного спрятаться, подобно животным. Ведь они прячут или выходят из своих убежищ в зависимости от того, что происходит снаружи. По словам архитектора, благодаря динамической конструкции и гидравлическому крану главная комната дома может быть полностью скрыта. Также часть комнаты с другой стороны может подниматься более чем на 6 метров от начальной точки. И последнее. Цирк Якутии намерен внедрить современные технологии. Саха-цирк будет брать на вооружение достижения технологического прогресса и адаптировать их для повышения конкурентоспособности и привлечения еще большей аудитории. Непосредственная реализация этапа начнется в 2024 году, в год 30-летия цирка. Руководство цирка рассмотрело возможность использования дополненной реальности, то есть виртуальных элементов в классической цирковой программе, рассказала Анастасия Реброва, пресс-секретарь Государственного цирка Якутии. Еще одним инструментом названа связь циркового шоу с другими развлекательными направлениями. К примеру, создание промо-материалов анимационного характера, компьютерной игры, квестов, предшествующих будущему цирковому проекту. К этому часу это вся информация. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.